Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Россия срочно перебрасывает в Сирию новейший ракетный комплекс «Антей-2500». Он предназначен для поражения американских крылатых ракет и самолетов. У боевиков Ан-Нусры тем временем неожиданно появились сверхдальние боеприпасы «Град». Это свелось к простому вопросу. Что такое Джабхат Ан-Нусра? Кто за ней стоит? Десятки криминальных абортов девушкам-мигранткам делаются ежедневно в Москве. Каждая третья женщина из Центральной Азии обращается к подпольным гинекологам-землякам с нежелательной беременностью. Я и сказала, 8-9 месяцев – это же живой человек. Как ты это делаешь? Путин прилетел в Астану к другу Назарбаеву во главе батальона бизнесменов. А по дороге в Казахстан российский лидер выпустил на волю в Оренбургскую степь 6 диких лошадей Пржевальского. Разница какая большая между оказалась, я не ожидал же. Мы совершили паломничество к нашему падишаху Каримову. Сюда не зарастет народная тропа. В Узбекистане усыпальница ислама Каримова стала местом поклонения наравне с мусульманскими святынями. Мы посетили 7 святых мест и, конечно, посетили и могилу Каримов. Президент России Владимир Путин снова прилетел в Астану к своему другу Нурсултану Назарбаеву. На этот раз во главе внушительного десанта российских бизнесменов. Как сообщается, главы государств обсудят российско-казахстанские отношения и развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и других региональных объединений. Президенты во главе делегаций своих стран также участвовали в российско-казахстанском деловом форуме, который журналисты уже назвали генеральной репетицией «Экспо-2017». Во время протокольной съемки президенты померились друг с другом количеством своих бизнесменов. Как мы тогда договорились в Сочи, и наши правительства хорошо поработали, 900 бизнесменов с своих сторон будет встречаться сегодня. Они вчера, сегодня смотрят Экспо, встречаются. И около 40 совместных договоренностей общим объемом более 27 миллиардов долларов. С нашей стороны делегация 400 человек. Это очень солидный десант. Я вчера, вы вот сейчас только упомянули об этом, встречался в Оренбурге с людьми, которые, что называется, на земле работают, с представителями бизнеса, причем и мелкого, и среднего, и покрупнее. И они напрямую работают с Казахстаном. А вот что думают о частых визитах Путина жители южной столицы Казахстана. Это же наши соседи. Исторически сложилось, что надо дружить с соседями, с любыми, а с Россией тем более. Очень хотелось бы, если мое мнение важно, чтобы мы могли спокойно выезжать в Россию, без всяких 90 дней. Допустим, я хочу к маме съездить, а мне это проблематично. Они же давно раньше дружили мы. И до сих пор дружим. Крепко мы это любим друг друга и поддерживаем. Это дружба народов, вообще-то считается. 70 лет мы дружили. Это испокон веков вообще-то. 350 лет были мы друзьями вообще-то с Россией. Зачем это разрывать? По пути в Казахстан Владимир Путин занимался своим любимым делом – общением с дикими животными. Он выпустил на волю в степь лошадей Пржевальского из заповедника Оренбургский, куда, в свою очередь, лошадей привезли из Франции. Действие происходило в рамках программы ООН по восстановлению популяции этих животных. И вот разница какая большая между оказалась, я не ожидал же, между домашними лошадями и вот этими дикими. Хорошие. Вот кадры, как Путин встретился с лошадьми Пржевальского. Президент пришел к животным с ведром овса. При помощи корма он выманивал 6 лошадок из загона, где они проходили акклиматизацию перед выпуском на волю. Со слов российских ученых, которые занимаются восстановлением популяции лошадей Пржевальского, обычно эти животные уходят в степь сами. Но на этот раз было решено использовать Владимира Путина для привлечения внимания к этому международному проекту. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернулся в Бишкек. Его не было в стране 11 дней. Практически все это время Атамбаев находился в Москве на лечении в Центральной клинической больнице, где российские врачи поставили ему диагноз аритмия сердца, что породило самые фантастические слухи в Кыргызстане, вплоть до проведения досрочных президентских выборов.
Напомним, 19 сентября Атамбаев был госпитализирован в аэропорту Стамбула. В Турции он находился под наблюдением врачей 3 дня. Затем кыргызский президент был отправлен на продолжение лечения в столицу России. Сейчас его состояние оценивается как хорошее. Как вы видите, Атамбаев внешне выглядит действительно хорошо. Он уже проводит многочисленные встречи, о чем сразу же сообщает его пресс-служба. По оценке политологов, Атамбаев мог использовать свои проблемы со здоровьем, чтобы на время уйти в тень и снизить накал противостояния со своими политическими оппонентами в Кыргызстане. Волна нелегальных абортов на поздних сроках беременности среди кыргызских женщин-мигранток. Активисты кыргызской диаспоры в Москве сообщают, что, как правило, криминальные аборты делают совсем молодые девушки, а беременность им прерывают подпольные гинекологи, которые также приехали на заработки в Россию. Зачастую у них нет даже фельдшерского диплома. Расследование Джибек Бигалиевой. На стройку в Подмосковье Урмат Байматова приезжает раз в неделю. К лету здесь, по ее планам, должен вырасти большой дом. В нем смогут жить девушки из Кыргызстана, которые вместе с детьми оказались на улице. Например, в день ко мне обращаются как минимум 6-7 девушек, которых бросили гражданские мужья. Сейчас мы строим кризисный центр для того, чтобы у них было временное жилье, пока мы приготовим им документы и отправим домой. Вместе они смогут поддерживать друг друга. Пока мигрантки теснятся в маленькой двушке Урмат Байматовой, и каждый день в московский офис активистки приходят все новые женщины. У всех истории банальные. Ухажер, сожитель, ребенок. Узнав об этом, будущие отцы почти сразу сбегали, зарегистрировать брак никто из брошенных девушек не смог. Они жили с нашими же киргизскими парнями, сделали никах. Но почему-то на 6-7 месяце беременности парни бросают девушек. Родители большинства из них не знают об этом. Процентов 80-90 даже не догадываются. И даже узнав, некоторые запрещают привозить ребенка. Боясь позора или потерять работу, некоторые забеременевшие девушки идут на крайние меры. На самых поздних сроках прерывают беременность. 50 тысяч за аборт на позднем сроке. Я ей сказала, 8-9 месяцев – это же живой человек. Как ты это делаешь? Мы отвели ее в милицию. Зовут ее Мурзабекова Катя. Она кыргызка. В Кыргызстане работала медсестрой, теперь работает здесь. Она раздавала свои визитки на всех станциях метро. Для того, чтобы доказать в полиции, что женщина занималась криминальными абортами, активисты из диаспоры организовали целое представление. Нашли для этого девушку, вот-вот готовую родить. Ей прямо на улице та самая медсестра продала таблетки для прерывания беременности. А потом согласилась сделать аборт в частной квартире, где, по словам Байматовой, не было ни гинекологической кушетки, ни самого простого медицинского оборудования. Там вообще ничего не было, но на полу лежало прохудившееся одеяло. Запах стоял невыносимый, как в общественном туалете. Капельницу, которой они закапывали лекарства беременным, просто прибили гвоздем к стене. Когда мы зашли, они выкинули ее в окно. В полицейском участке, рассказывает Байматова, узнав, что у медсестры растет маленький сын, члены диаспоры заявление забрали. Взамен женщина пообещала сменить работу. Я не хочу, чтобы там моя фамилия и все оставалось там без паспорта. Хорошо, ладно. Я согласен. Однако бросать свой заработок та самая Катя ей не собиралась. Найти ее оказалось несложно, и так же легко медработница согласилась сделать аборт тайно, без всякой регистрации. Гинекологический кабинет женщина на этот раз открыла в районе станции метро Марьина Роща. Ассистирует во время операции ей этот молодой человек, он же помогает уговаривать сомневающихся пациенток. Почувствовав, что клиент вот-вот передумает, медсестра быстро предлагает другие варианты. Сколько криминальных абортов делают уроженки Кыргызстана в Москве, подсчитать, конечно, невозможно. Неизвестно и количество официальных операций по прерыванию беременности среди кыргызстанок. В Москве работают десятки гинекологий, ориентированных именно на трудовых мигранток из Кыргызстана. По словам главврача одной из многопрофильных клиник, аборт – одна из самых популярных медицинских услуг. Мы можем только по своей посещаемости судить об общей картине. Мы арендуем медцентры, аренда очень большая. Даже при желании обследовать их всех возможностей просто нет. Единственное, что мы можем, консультировать тех, кто к нам ходит. Вообще, за медицинской помощью, говорит Мамунджан Анаркулович, трудовые мигрантки из Кыргызстана обращаются в самых тяжелых случаях. Как только им становится немного легче, они быстро забывают обо всем. Ни у кого нет возможности нормально лечиться. Они просто снимают острые симптомы и живут дальше.
В среднем мигрант получает около 25 тысяч рублей. 5 тысяч отдает за койко-место. Часть тратит на еду и определенную сумму отправляет домой, потому что там ждут этих денег. По самым скромным подсчетам, в России сейчас работает почти 1/10 часть кыргызстанцев, и половина из них – женщины. Из других стран Центральной Азии на заработки в Россию женщины приезжают гораздо реже. Именно поэтому кыргызстанки в России составляют самую уязвимую социальную категорию среди трудовых мигрантов. Тюбек Бегалиева, Азат Антумаков. В настоящее время. Москва. Далее в программе. Россия срочно перебрасывает в Сирию новейший ракетный комплекс «Антей-2500». Он предназначен для поражения американских крылатых ракет и самолетов. У боевиков Ан-Нусры тем временем неожиданно появились сверхдальние боеприпасы «Град». Свелось к простому вопросу, что такое Джабхат Ан-Нусра, кто за ней стоит? Мы совершили паломничество к нашему падишаху Каримову. Сюда не зарастет народная тропа. В Узбекистане усыпальница ислама Каримова стала местом поклонения наравне с мусульманскими святынями. Мы посетили 7 святых мест и, конечно, посетили и могилу Каримов. Россия срочно перебрасывает в Сирию новейшие зенитно-ракетные комплексы «Антей-2500», сообщает издание Wall Street Journal. Западные эксперты уже связали эти поставки со срывом российско-американской сделки по Алеппо. Основной функцией этих ракет является сбивать американские крылатые и баллистические ракеты. Это кадры испытаний комплекса «Антей». Специалисты по вооружениям считают, что у него нет в мире аналогов в борьбе с крылатыми ракетами и скоростными современными самолетами. Возможно, российское командование опасается, что после того, как сделка о прекращении огня провалилась, американцы начнут обстрелы позиций армии Асада или устроят охоту на сирийских лидеров. Тем временем, на фоне беспрецедентных бомбежек позиций сирийских повстанцев в Восточном Алеппо Америка объявила о полном прекращении взаимодействия с Россией по Сирии. Отозваны все американские офицеры, которые совместно с российскими коллегами должны были обеспечивать взаимодействие между авиацией двух стран. Остались только несколько каналов экстренной связи на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Администрация президента Обамы пришла к выводу, что Россия не собирается выполнять договоренности, достигнутые в ходе переговоров по прекращению огня. И как только вы понимаете такое, дальше говорить бессмысленно. Я не ожидаю трагических последствий в Сирии. Это было трудное решение, но взвешенное. Оно соответствует нашим целям и направлено на оказание давления на режим Асада. Мы собираемся добиваться альтернативного подхода. Российская сторона, в свою очередь, считает, что Соединенные Штаты напрямую заинтересованы в сохранении группировки Джабхат Ан-Нусра, которую в США и России считают террористической. По мнению российских дипломатов, при помощи боевиков Ан-Нусры американцы все-таки рассчитывают свергнуть сирийского президента Башара Асада. По сути, все свелось к простому вопросу, что такое Джабхат Ан-Нусра, кто за ней стоит, почему нельзя выполнить то, что обещал Вашингтон, а именно разделить террористов и так называемую умеренную оппозицию. Бездействие Вашингтона привели к тому, что боевики за этот период провели перегруппировку, получили орудия, мобилизовали свои ресурсы. Также необходимо подчеркнуть, что важнейший пункт упомянутых договоренностей – это обязательство по отводу на равное расстояние по дороге Костелло правительственных войск и сил оппозиции. США от этого отказались, сославшись на то, что не имеют влияния на оппозицию. И получается, что Вашингтон не выполнил ключевое условие договоренности для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. США не выполняют договоренности, которые сами же и вырабатывали, и при этом пытаются переложить ответственность на нас. По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, есть опасения, что в ближайшее время западные страны предпримут силовое вмешательство в сирийскую гражданскую войну. К сожалению, было с самого начала немало желающих эти договоренности развалить, в том числе и внутри американской администрации. И, как вы знаете, к сожалению, к огромному, вчера это удалось сделать тем, кто выступает против политического урегулирования сирийского кризиса, против выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности и явно вынашивает планы силового сценария.
Тем временем боевики повстанческих группировок опубликовали видео, на котором они ведут обстрел проправительственной части Алеппо при помощи новейших российских ракет для установки «Град». Дальность их полета составляет почти 40 километров. До этого момента ракеты повстанцев дальше, чем на 12 километров, не летали. В России и Сирии уже заподозрили, что новое вооружение боевики получили не случайно. На фоне обострения отношений между Америкой и Россией из-за Сирии Владимир Путин объявил о заморозке российско-американского договора по переработке оружейного плутония. Свое решение Путин объяснил недружественными действиями США, которые они предпринимают в отношении России в последнее время. Разрыв плутониевой сделки, по мнению экспертов, также может стать элементом политического давления на Америку, в том числе и по сирийскому вопросу. Министра культуры России Владимира Мединского хотят лишить звания доктора исторических наук. Накануне в Екатеринбурге диссертационный совет Уральского федерального университета должен был начать рассматривать этот вопрос. Но буквально за несколько минут до начала заседания его перенесли по просьбе самого Мединского. Министр сообщил совету, что не может приехать. Нам бы тоже не хотелось переносить это заседание. Но с другой стороны, согласитесь, было бы интересно, было бы правильно, если бы Владимир Ростиславович лично присутствовал на совете, мог, так сказать, вступить в полемику там, с членами совета, с другими присутствующими, еще раз ясно изложить свои позиции. Профессиональные историки проанализировали диссертацию Мединского и пришли к выводу, что она не может претендовать на статус научной работы. В апреле этого года группа ученых подала заявление в Министерство образования России с требованием лишить чиновника звания доктора исторических наук. В заявлении говорится, цитата, «Диссертация Мединского пестрит грубейшими ошибками, которые трудно себе представить даже в курсовой работе студента исторического факультета». Многие люди говорят, что мало ли, да, плохая диссертация, так мало ли плохоньких диссертаций у нас защищается. Если мы так начнем, так у нас, понимаете, придется лишать степени всех направо и налево. Надо понимать, что Мединский — это не просто вот какая-то плохонькая диссертация. Это действительно совершенно просто не диссертация. Научным руководителем Владимира Мединского в свое время был уже бывший ректор Российского государственного социального университета Василий Жуков, покинувший свой пост 2 года назад. Если меня хоть кто-то может упрекнуть в том, что кому-то я отнесся предвзято, то это ложь. Это ложь. И по всей вероятности, вот те люди, которым Мединский помешал, и которые утратили источники процветания, благополучия, еще чего-то, вот они спровоцировали такой не очень чистоплотный интерес к Мединскому и к защите докторской диссертации. На политической подоплеке скандала настаивает и представитель Владимира Мединского, приехавший на сегодняшнее заседание диссертационного совета. Если бы это было в рамках научного спора, никаких вопросов нет. Но там такая плохая журналистика, такой вот, как бы называют условно, либеральный наезд. Да я сам либерал, но либерал как? Есть, может быть приличным человеком, либералом, но не надо обязательно ругаться, плеваться там и оскорблять другого человека. Это все-таки не либерализм, согласитесь. Основатель же сообщества «Диссернет», целью которого является разоблачение фальшивых диссертаций, утверждает, научные работы, не соответствующие стандартам, довольно распространенная в России практика. Мы можем сказать, какие. У нас 2000 диссоветов в стране, из них порядка 200 являются фабриками фальшивых диссертаций. К сожалению, некоторые из них продолжают действовать, а некоторые из них, закрывшись по каким-то формальным причинам, тут же переоткрылись, несмотря на то, что у нас собран на них такой вот мешок вещественных доказательств их воровства. Новое заседание диссертационного совета должно быть проведено в течение 2 месяцев. Его точная дата пока неизвестна. На Украине, в Киеве, буквально пополам раскололась станция метро Героев Днепра. Платформа, своды и пол покрылись многочисленными трещинами после того, как прямо над станцией частная компания начала строительство торгово-развлекательного центра. Общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста, заявляя, что строительство может привести к трагедии. Репортаж Ульяны Кондрашовой. Вы видите один вход метро, над нами вот второй вход метро, напротив таких же 2 входа. Это район платформ метро, на которой стоят люди. Дальше по краям идет технические туннели, где ходят поезда, и техническое обслуживание, лежат кабеля. Это насыпная станция, она не глубокая на самом деле. Это строительство над киевской станцией метро Героев Днепра ведется и днем, и ночью. Наверху постоянный шум, в подземке трещины на стенах и на полу. Где-то уже замазанные, где-то совсем свежие.
Гидроизоляция уже нарушена. Они собираются делать новую, но она уже нарушена. То есть, соответственно, и раз она нарушена, она будет затекать, и оно все будет приводить к какому-нибудь невозвратимым последствиям. Скандалы вокруг киевской станции метро «Героев Днепра» разгорелись еще в начале лета. Тогда работники столичных коммунальных служб демонтировали здесь ряд киосков и лотков. В Киевблагоустройстве сразу пообещали – территорию облагородят. На месте снесенных торговых точек вскоре вырос забор с табличкой «Укрепление метро». И только потом выяснилось, над самой станцией вскоре должен вырасти трехуровневый торгово-развлекательный центр «Оазис». Местные жители взбунтовались. Я против этого строительства. Я сегодня была у метро. Те трещины, которые были в прошлый раз, они стали еще больше. Метро просто идет трещинами, и это очень страшно. Никто не дает точных гарантий, что экспертизу не провели, можно, нельзя, то есть над метро. Это первое. Во-вторых, уже есть ТЦ. Тарас. Лучше бы детский садик построили или школу. Местные жители и активисты уже несколько раз устраивали акции протеста, писали во всевозможные инстанции с просьбой проверить законность стройки над метро. Но пока только отписки и слово мэра – временно прекратить застройку. 15 сентября были в КМДА, пробились туда в кулуары. Кличко лично пообещал, что стройка прекратится. Да, громадский слух, который будет 29 сентября. Но, как видите, она продолжается. И Кличко тоже свое слово не держит. Представители компаний-застройщиков, в свою очередь, утверждают, строительство ТРЦ «Оазис» законно, и останавливать его нет причин. Мы осуществляем строительство только на основании всех разрешенных документов. То есть разрешение на подготовительные работы, разрешение на строительство данного объекта нами получено. На стороне застройщика и представители киевского метрополитена уверяют, никакой опасности для пассажиров нет, а все разрушения за свой счет исправит строительная компания. Проект прошел экспертизу. В том числе проект прошел экспертизу по пожарной безопасности. Что касается трещин, по многим станциям метрополитена есть трещины, а когда мы дома делаем ремонт, у нас тоже где-то может и штукатурка отлететь, и плитка треснуть. А вот мнение активистов и местных жителей по поводу стройки уже вряд ли кто-то учтет. На наш запрос в Департаменте градостроения и архитектуры ответили, общественные слушания на нынешнем этапе строительства проводить уже поздно. И пока местные жители все еще надеются увидеть здесь сквер или парк, техника на станции метро не умолкает, а на полу подземки появляются все новые и новые трещины. Уляна Кондрашова, Александр Бевс. Настоящее время. Киев. Могила недавно умершего президента Узбекистана Ислама Каримова стала местом массового паломничества жителей республики. Ежедневно родовую усыпальницу Каримова посещают тысячи людей со всей страны, и поток их не ослабевает. Многие сравнивают посещение могилы президента с паломничеством к другим мусульманским святыням. Мы совершили паломничество к нашему падишаху Каримову. Сейчас идем к его дому. Как вы видите, люди по-прежнему не скрывают своих слез и спустя месяц после похорон продолжают оплакивать Ислама Каримова. Узбекский президент был похоронен рядом со своей матерью и другими близкими родственниками. Мы посетили 7 святых мест и, конечно, посетили и могилу Каримова. Мы приехали из Шахризабса. Мы приехали на Зиярат к могиле Каримова. После кладбища туристы и паломники отправляются к дому, где родился Каримов. Он находится в центре города. Со слов очевидцев, очереди к могиле и дому Ислама Каримова напоминают столпотворение у мавзолея Ленина в советские годы. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.